Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. И сегодня у нас в гостях Айса Биткеева. Это специалист в области социолингвистики, теории языка, межкультурной коммуникации. Автор более 120 научных публикаций, в том числе монографических изданий, доктор филологических наук, ведущий социолингвист России, председатель Ассоциации российских социолингвистов и главный научный редактор журнала «Социолингвистика». Айса Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Все ли ваши титулы я перечислила? Ну, я думаю, в ходе нашей беседы я еще расскажу, да, как вот мы взаимодействуем с регионами, какие институции представляем. Да, вот расскажите сначала, что вас привело в Якутск, в Якутию. В Якутии, мое знакомство с Якутией началось давно, поскольку мы очень плотно работаем с якутскими исследователями и лингвистами, и социолингвистами, и фольклористами. Но мое личное знакомство с Якутией началось в прошлом году, поскольку здесь открылась при Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова открылась международная лаборатория «Лингвистическая экология Арктики». И в рамках этой лаборатории, цель которой исследовать языки и культуры арктического региона, в первую очередь Якутии, мы работаем с ребятами, готовим кадры, которые в будущем будут вот именно исследовать этот языковой ландшафт, языковую палитру, в том числе Якутии. И вот уже второй год вместе с коллегами приезжаем, читаем лекции, вместе с ребятами ездим в экспедиционные выезды. За 2 года уже около 8 экспедиций, наверное, было реализовано. Очень большой языковой материал собрали. И, кроме того, вот в этом году, помимо вот этой проведения школы научной социолингвистической, мы проводим в эти дни как раз международный круглый стол «Урбанизация языкового пространства города. Новые вызовы в 21 веке». Давайте сначала коротко объясним нашим зрителям, да, что такое вообще социолингвистика. То есть, понятно, многие знают, что такое социология, что такое лингвистика, то есть наука об обществе, наука о языках, а социолингвистика, ну вот так вот по значению слова можно догадаться, что это наука, которая изучает языки в обществе, да, или как? Да, ну мы сами, значит, сейчас, конечно, наука очень активно развивается, в том числе и в России, а социолингвистика – это одно из направлений языкознания, лингвистики. Мы сами между собой шутим «дефисная наука», так как другие психолингвистика, этнолингвистика, да, поскольку имеет междисциплинарный характер. И значит, в объекте исследования социолингвистики это взаимодействие языка и общества, то, что нас ежедневно касается именно. И надо сказать, что, наверное, вы хотели бы спросить про российскую школу социолингвистики, есть ли она. Естественно, российская социолингвистическая школа активно развивается. И вообще, может быть, вот зрителям будет интересно, да, социолингвистики в разных странах разные. А несмотря на то, что это вот как бы входит в такой раздел теории языка, к примеру, в США и Англии социолингвистика сформировалась на стыке 3 наук. Это лингвистики, социальной психологии и антропологии. В европейских странах, например, во Франции, да, социолингвистическая школа сформировалась на основе или в результате взаимодействия лингвистики, философии и социальной психологии. А у нас в России? Да, вот еще важный момент, что если в США, например, социолингвистическое направление стало активно развиваться, сформировалось даже в 60-х годах прошлого века, а в западноевропейских странах и того позже, то в России вот эти проблемы, да, взаимодействия языка и общества, они уже ставились в послереволюционный период, в начале 20 века. Мы же помним, да, что там активная, значит, языковая политика, да, была сформирована после революции. Борьба с ликбезом, многие письменные языки получили письменность и так далее. И в тот момент вот в России уже стали ставиться вопросы такие очень важные. Например, такой был известный социолингвист Поливанов Дмитрий Евгеньевич. Он уже тогда писал, чтобы лингвистика была адекватной наукой, она должна быть наукой социологической. И написал такую программу, значит, в рамках которой язык рассматривается как социальный-исторический фактор.
Вот. Или же уже в то время Ларри был такой ученый, ставил вопрос изучения языка города. Но тогда он называл это двудиалектностью. То есть он говорил, что в городе складывается совершенно иная специфичная ситуация, да, ну, поскольку все приезжают в город работать, например, да, с разных мест, да, и формируется такое городское кайне, который отличается, конечно, от такое городское просторечие особое. А надо сказать, то есть кайне – это название жаргона, что это? Что кайне. это? Ну да, это такое специфичное название языкового идиома, да. А вот интересно, что в 60-е примерно годы прошлого века, да, Фергюсон это назвал, ну, значит, дал термин диглоссии. Айса Николаевна, я понимаю, что вы привыкли разговаривать со студентами, с научным сообществом, которые, вот, ну, которым это все понятно. Вот. Давайте, значит, вернемся все-таки к первому моему вопросу. Значит, социолингвистика изучает язык в обществе, современный язык, да? Да, это основной, как бы, фокус этого направления. Поэтому вот в рамках социолингвистического направления такие темы актуальны и сегодня, как языковая ситуация. Вот языковое законодательство, языковая политика, это все входит в область ваших исследований, да? Да. Ну вот что обозначает термин вообще языковая политика и какая языковая политика у нас в стране? Угу. Ну, языковая политика – это меры, которые принимаются государством, да, для вот сохранения или изменения существующего функционального распределения языков. Ну, я, наверное, несложно, да, объясняю. В рамках языковой политики, например, как бы отслеживается или формируется языковая норма, да, разные другие моменты. И вот от языковой политики зависит многое, в том числе и в нашей стране, в любой многонациональной стране, многокультурной, полиязычной, есть языковые проблемы. И вот именно языковая политика, да, может вот эти вот проблемы как бы разрешать, грамотная языковая политика, через законодательство. Но какого рода это могут быть проблемы? Проблемы того, что там языки утрачиваются родные, да? Проблема того, что, скажем, там поколение детей уже перестает говорить на своих языках. Вот такую проблему я вижу, например. Да, но именно вот эта цель моего приезда сегодня и вот цель работы наших коллег, да, в рамках лаборатории лингвистической экологии Арктики. Значит, сохранение, разработка методов сохранения языков. Потому что, к сожалению, вот сейчас мы пришли к осознанию, что стратегию языковой политики прежних лет в нашей стране надо изменять. Да, потому что мы стали четко осознавать то, что языки, к сожалению, очень быстро уходят. Да? Ну, это тоже такой момент. Ведь любая многонациональная страна сталкивается с двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, есть необходимость единения, да, полиязычного пространства нашей страны, а с другой стороны, есть запрос и стремление народов сохранять свои языки и культуры. И здесь вот именно задача грамотной языковой политики эти два момента сгармонизировать, чтобы избежать языковых конфликтов, других проблем. Но я хочу сказать, что вот помимо этого, к примеру, сейчас, да, на данном этапе есть ряд других проблем интересных, да, например, проблема графики. Вот наш Институт языкознания Российской академии наук, ну, всегда, да, приходят письма с регионов, с мест, просто даже носителей. И вот мы часто получали письма от СААМов, которые просили помочь унифицировать их графическую систему. Оказывается, у них вот язык имеет и используется, функционирует в разных графических системах. Это очень неудобно. Да? То вот есть разная система письменности для одного языка, грубо говоря, да? И вот эта вот проблема графики, она тоже и для нас сейчас актуальна. Ведь у нас в стране огромное количество языков, а есть бесписьменные языки, которые никогда не имели письменности. То есть, что это значит? Нет книжных каких-то, да, значит, книжной продукции в сфере образования. А сейчас такие языки тоже есть, да? Конечно, есть. Их огромное количество.
количество, если я не совру, где-то около 50, да, и есть такой стереотип, что большая часть находится на севере, да, вот этих миноритарных языков, а оказывается на севере более 20, а на Северном Кавказе тоже огромное количество вот этих миноритарных языков, их около 30. И, значит, к сожалению, вот эти представители, да, и этих миноритарных народов, они, к сожалению, постепенно теряют, ассимилируются языки и культуры свои. И очень интересно, что... Но если говорить о графике, то там вот, ну, тот же якутский язык, да, когда там писали латиницей, а потом перешли на кириллицу. Похожие, ну вот сейчас в Казахстане, например, говорят о том, что они перейдут обратно на руны, я не знаю, насколько это... Да, вот тоже очень интересный момент вы затронули. На самом деле, вот эта графическая система, да, нашей стране, она закреплена законодательно. Это примерно где-то в 90-х годах, да, в 2002 году была, значит, внесена поправка в законодательство российское, где указано, что все языки России, значит, алфавиты всех языков России строятся на кириллической графике. А только кириллической графики, а иные, значит, регулируются в рамках федеральных законов. Но интересно, что только один язык России, да, использует латинскую графику. Это карельский язык, да, но это связано историческими причинами. Но вот эта вот проблема, значит, мешает Карелии принять закон о языках Республики Карелия, потому что, ну, получается контрадикция Конституции Российской Федерации, да? То есть по Конституции должна быть кириллица, а у них да. традиционно латиница. Да. И вот вопрос графики, он тоже вообще... Вот, кстати, еще один такой вопрос, да, пока не забыла, у меня возник по поводу графики. Вот якутский язык, который на основе кириллицы, другие тюркские языки, да, тот же тувинский, тот же калмыцкий, да, там есть почему-то вот буквы, которые дополнительные буквы, которые обозначают звуки, которых нету в русском языке, они у всех разные. То есть те же носовые, там, скажем, согласные, да, н, дж, вот эти вот, они у тувинцев, то есть звучат они у нас одинаково, а пишем мы их по-разному. Да, ну вот, кстати, то, что мы сейчас используем графическую систему, это языки Хотя России. все на основе кириллицы, да. но вот эти дополнительные буквы, они разные. Да. Вот так почему? Ну, поскольку И часть ли кириллица... этой языковой политики тоже? Да, конечно. Вообще этот вопрос графики, он начался еще в начале 20 века после революции. Да? Вы помните, борьба с ликбезом, и, значит, нужно было народ обучать. Но дело в том, что сначала все языки России, значит, перевели на латинскую графику, в первую очередь, да, потому что большевики считали, что именно латиница их приведет к мировому пролетариату. Затем, значит, политический режим изменился. Несколько раз, к примеру, вот по отношению к калмыцкому языку вот эта смена графики была 8 раз произведена. А что такое смена графики? Это издание с азбуки там, и так далее, да? То есть большие финансовые затраты. А вот в 2002 году, почему вопрос возник, и это нужно было законодательно закрепить, прецедент был в Республике Татарстан, которая, значит, приняла республиканский закон о том, что о, значит, изменении графики татарского языка и переводе на латиницу. Но это были разные причины, что взаимодействие, например, с Турцией упрощалось бы, да, получение периодики и так далее. Но вскоре это отменили, поскольку это контрадикция, получается, ну, как бы, Конституции Российской Федерации, где указано, противоречие. Что противоречие, да. Говоря. Ну, да, извините, надо терминологически, да, попроще. Значит, значит, этот закон вскоре отменили. Но причины были, значит, такие, что если бы Татарстан и татарский язык использовался бы значит, имел латинскую основу, то это бы как бы изолировало республику от других регионов России, да, делопроизводство, да, ну, вот, документооборот, да, все это пришлось бы как бы переводческой силой, да, усилять там и так далее. Опять же, бюджетная статья. И кроме того, ведь татары живут в других регионах страны, и это тоже бы изолировало их от взаимообщения с своей группой этнической.
Вот. А вот эти вот буквы, да, которые характерны, ведь языки по структуре разные. У нас в стране почти вся значит, карта языковая и финно-угорский, и значит, монгольский, тюркский, тунгусо-маньчжурский, вся вот эта языковая карта представлена, но их объединяет кириллическая основа, но вот эти звуки, да, было решено, значит, например, в калмыцком 6 букв, да, были специфичные, значит, введены, в других, в якутском свой набор, да, ну вот эта специфика есть. Но, то есть это традиция, которая просто сложилась? Да. А будут ли это как-то унифицировать или нет? Ну, если Нет. потребность такая будет, сейчас пока нет такой проблемы, да, вот. Сейчас какие-то другие у нас языковые проблемы в стране. Например, вы спросили, какие еще проблемы, ну, может быть, сказать и об этом, да. К примеру, несколько лет назад в наш институт, значит, поступил запрос как лингвистам, значит, указать, сколько вообще существует языков в России. Ведь, оказывается, этнографы дают цифру 247, около 250, да? В обращениях нашего президента, да, он говорит о 180 языках и диалектах, да? А мы насчитали около 154. И несколько там коррекций каждый год. Вот, то есть почему, меньше? Да. Вот почему такая как бы ситуация складывается. Такое расхождение большое. Да. Ведь что такое язык и что такое диалект, нет лингвистических критериев еще до сих пор, чтобы понять, это язык или диалект. Вот наши некоторые коллеги-лингвисты, да, например, есть даргинский язык. А наш коллега кавказовед Муталов считает, что сейчас существует несколько даргинских языков. Да? Или, например, исследователь А вы их считаете Серковского. диалектами? Поэтому... Ну, очень сложно, ведь чтобы это... Мы, значит, Институт языкознания разработал ряд своих как бы правил, согласно которым можно язык включать в список языков народов России. Значит, во-первых, этот народ, да, носитель этого идиома, а идиом это можно этот термин применить и к языку, и к диалекту, да, должен проживать компактно на территории не менее 2 веков. Да? И в этом поселении, да, населенном пункте, эта народность должна образовывать, говорящие на этом языке, должна образовывать не менее 20%. Вот тогда этот язык можно считать, включать в языки России. Вот, а все остальные нет. Но если интересно, вот на сайте Института языкознания мы создали раздел. То есть получается там, ну вот в России традиционно там те же корейцы, китайцы живут, но их в языки народов России включить, получается, нельзя, если они меньше 2 веков живут, да? Так это тоже интересная история, да. Вот, например, литовский язык, да, есть испокон веков деревни, да, в Сибири литовские, да, вот носители литовского языка там проживают. Вот они живут около 2 веков, да. Можно ли их считать языком России? Ну, мы включили, поскольку они всем этим параметрам соответствуют. Да? Азербайджанский язык, он вообще государственный язык, да, России, в Республике Дагестан. А хотя это вот как бы есть государство Азербайджан, да, и так далее. То есть здесь очень такие сложные аспекты, которые надо обязательно учитывать при вот вынесении тех или иных решений. Ну, смотрите, если социолингвистика говорит об изменениях в языке, да, вот давайте возьмем за основу вот русский язык. Как он меняется, как он будет развиваться, что сейчас происходит с языком. Вот эти вот нововведения, например, вы этими занимаетесь или нет? У нас за последние там буквально несколько месяцев появились какие-то новые слова, новые аббревиатуры, там даже СВО, ЧВК и так далее. Вот этим занимаются социолингвисты? Ну, конечно, да. Ну, во-первых, есть, да, наш институт языкознания занимается вообще языками России, зарубежных стран и так далее. А есть специализированный институт русского языка имени Виноградова, да, который вот занимается именно структурным, да, и вот именно таким исследованием русского языка. Но вообще, что часто можно услышать, да, что
Ну, понятно, что языки России вообще находятся в таком состоянии сдвига, да, что они уступают функционально русскому языку, да, и так далее, и что русский язык находится под угрозой. Но мы считаем, вот лингвисты, да, что русскому языку вообще-то ничего не угрожает. Единственное, что сейчас, наверное, первая задача – это правильное позиционирование, активное позиционирование на международной арене, да, потому что ведь русский язык – это язык мировой, да, но в связи после 90-х годов с развалом, да, СССР, его функциональное пространство сузилось. Да? И вот в свете всех событий, да, нестабильности в мировом пространстве, задача, наверное, внешней языковой политики нашей страны, да, именно позиционирование русского языка, продвижение, вот такое понятие есть русского мира, да, и так далее. В принципе, я думаю, такая задача стоит. Ну вот вы говорили про отдельный, про городской жаргон, да, про особенности городского языка. Есть такой термин, как городской фольклор, да, современный. Вот вообще, насколько сегодня фольклор, в том числе городской фольклор, влияет на язык? Ну вот здесь вторая сторона моих научных интересов, да. Я еще являюсь сотрудником Института мировой литературы имени Горького, именно отдела фольклора, да. И вот мой отец был известным фольклористом, монголоведом, и этот интерес к фольклору с детства мне привил. Я вообще считаю, что мы в прошлом году с профессором Анисимовым разговаривали, он директор института ОЛНХО, да, при университете. Я считаю, что сейчас многие жалуются и сетуют на то, что нет идеологии, что молодое поколение нужно воспитывать, а оно не совсем такое сложилось за последние годы, потому что не было идеологии и так далее. Мне кажется, что эти, например, эпические произведения, у якутов Олонхо, да, и другие эпические произведения, или у калмыков, например, Джангар, да, это и есть идеология развития страны. Мы даже в прошлом году с коллегами-фольклористами, да, из университета говорили долго об этом, что идеологию надо строить на именно этих ценностях, положениях, которые заданы в наших эпических произведениях. Там все есть, в каком направлении этносу, народу двигаться. Поэтому придумывать велосипед не нужно. И фольклору здесь, конечно, первая роль приоритетная должна, наверное. То есть мы с вами говорим в таком случае не о современном городском фольклоре, а о фольклоре корневом, таком исконном, эпическом. Городской фольклор, конечно, он... В сложное время надо жить весело, я считаю, да? И этот городской фольклор, он тоже очень активно развивается. Да и не только вообще, да, очень интересная тема появляется. Ковид, да, ковидные какие-то мотивы, да, в городском фольклоре. Или последние события, да. Даже наши ученые, коллеги из Петербургского университета за короткое время создали словарь ковидных этих понятий. Так что время, конечно, откладывает отпечаток и на научные направления. Так что я думаю, что нам нужно смотреть на то, что было нашими предками заложено, а идеологию брать именно из наших традиционных, классических, да, эпических произведений. Я хотела у вас спросить про калмыцкий язык. Насколько сегодня жители Калмыкии говорят на родном языке? И что делается для того, чтобы увеличить количество? Преподается ли? Нет ли такой проблемы, как отдать ребенка в школу? Вообще наш научно-исследовательский центр по национально-языковым отношениям, который был, кстати, сформировался в 90-х годах после развала. Был такой запрос, страна столкнулась с огромным количеством этих проблем. Мы за последние годы, работаем в рамках таких тем, как языковая биография народа, и нам кажется очень актуально сейчас прогнозирование развития языкового многообразия, потому что надо быть готовыми к тому, что случится. Да? Это не гадание на картах, да, и так далее, а очень такой научно обоснованный анализ.
анализ. И мы пришли к выводу, что, в принципе, вот все языковые общности России можно поделить по 4 моделям развития. Это стабильный, сюда относится только русский язык. Он функционирует во всех сферах жизнедеятельности, да, страны. И вот он же считается языком единения, да? На самом деле с этим он справляется успешно, потому что вот это языковое единение страны можно, значит, оценить 98%. Именно 98% населения нашей страны пользуются, знают русский язык. Русскому языку ничего не угрожает, он стабильный. Да, он стабилен. Так, дальше. А вот в отношении национальных языков там картина, конечно... Но вы сказали, еще 3 группы есть. Да, очень такая ситуация не очень хорошая, поэтому следующая группа – это языки перспективные. Сюда мы относим якутский язык, тувинский язык, чеченский язык, например, да? Потому что ситуация по сравнению с другими, значит, языками более складывается благополучно. Хотя у вас тоже уже бьет тревогу о начале языкового сдвига. Вот. А третья группа, сюда, к сожалению, относится большинство языков России, значит, малоперспективные, да, и вот сюда мы, к сожалению, относим и калмыцкий язык, потому что, вот, к сожалению, да, межпоколенная передача уже у калмыков почти прекращается, вот буквально мы свидетели, да, вот этой стадии. И очень интересные моменты, да. Ну, если вы побываете в Калмыкии, да, то вы, наверное, заметите, что в основном на улицах говорят на русском языке. Русский язык выполняет все функции, да, сферы деятельности. А калмыцкий язык, он вот, минимальное количество. Например, конечно, в 90-х годах образовывались национальные школы, да, и у нас, значит, открывались национальные гимназии и так далее. Но сейчас их количество снизилось, уменьшилось, да, к сожалению. И вот мне кажется, к сожалению, вот эта вот задача сохранения в рамках вот этих, их оазисами называли языковыми, да, в районах республики, где проживает моноязычное население, да, их становится все меньше и меньше. Вот эти школы, к сожалению, не справились с задачей, потому что калмыцкий язык только в рамках начальной школы преподавался. А после, значит, на средней стадии уже, значит, переходили на русский язык. И, к сожалению, сейчас калмыцкий язык уже было принято педагогами, методистами решения, преподается как иностранный, по методике иностранного языка. Вот. И я думаю, что вот, языковая политика, по моим как бы, понятиям, не очень... Четвертая группа, да. Самая печальная, это что? Это исчезающие языки уже? Да. Вот к четвертой группе мы относим вообще не перспективные, да, это, к сожалению, языки миноритарных народов, да, и диаспор. Вот. Но диаспоры в том числе, а вот языки наших коренных малочисленных народов Севера, они к четвертой группе относятся, да? Ну, к сожалению, да. Потому что у многих языков, это вот задача как раз лаборатории, вот эту ситуацию языковую с этими языками отследить, да, как-то помочь, методы их сохранения разработать, да. Ведь эти языки подверглись в большей степени ассимиляции, да, и во многих ситуациях, к сожалению, да, используется только в семейной сфере, и то не всегда. Вот если вам интересно, да, ведь сейчас мы даже имеем случай языковой смерти, такой страшный термин, да, но если есть время, я могла бы рассказать. И, кстати, о китайском языке на территории России, да, тоже интересно. Думаю, зрители не слышали, может быть и слышали, но много информации в интернете об этом нет. У нас ведь на территории России функционирует язык тазов, так называемый, который по классификации, да, генетической, значит, определяется как северный диалект китайского языка, как ни странно, да. И вот в прошлом году мы с коллегами, значит, предприняли попытку съездить в этот... Вот, они живут в Приморском крае, очень компактно, в селе Михайловка Приморского края. Значит, мы с коллегами побывали там. Действительно, вот наши коллеги до этого в 2006 году предпринимали обследование, записывали стариков. Тогда кто-то еще был говорящий. Их всего 257 человек, да? А говорящих там, ну, от силы сейчас, наверное, 2 старушки. И то они очень, значит, плохо вспоминают, что там какие-то вот лексические, да, единицы и так далее. И вот интересно, что вся вот эта судьба тазов, да,
Они ведь только в 2002 году появились в списке народов России, а до этого их считали просто значит, частью удыгейцев. Да? И вот в 2002 году они, попав в список миноритарных народов России, получили льготы на вылов рыбы, на охоту и так далее. Но вот институциональной поддержки, к сожалению, нет. То есть мы констатируем, что это вот именно случай языковой смерти. Они полностью обрусели, да, религиозные какие-то, вот, конфессиональные, ну, где-то можно у стариков в огороде вот божнички там увидеть, да, но это полностью как бы уже утрата и языка, и культуры. Но скажите, а это вообще, насколько это естественный процесс вообще? То есть, если относиться вот, ну, к языку, к народу, как, ну, скажем, там, если Гумилева там взять, да, что вот народ живет, умирает, то есть насколько это естественно, что языки появляются и умирают? Или нельзя допустить смерти никакого языка ни под каким видом? Ну, вообще каждый язык, каждый народ носитель уникальной культуры языка, да? Поэтому мы как лингвисты стараемся, чтобы значит, все цветы росли, что нужно пытаться как-то сохранять, хотя бы документировать, чтобы у нас через лет 100 да, наши там следующее поколение имели представление, как это звучало, да? Поэтому вот ребята, когда мы ездим в полевые исследования, обязательно вместе с ребятами ведем аудиозаписи, да? Фиксируем на видеокамеру, да, вот, интервью, да, и так далее. Этот процесс был характерен всегда. Но вот по Якутии у вас была не одна экспедиция. Какие тут у нас особенности? Что вы как ученые заметили? Куда вы ездили? Там, не знаю, к юкагирам, к ивенкам? Какие-то, может быть, особенности русского языка есть у нас в республике? Ну вот по поводу русского языка, тут, конечно, есть такое понятие, как региональный вариант. И у вас он, конечно, тоже сложился, да, но в силу того, что у вас такой тоже очень яркий, политичный ландшафт, да, но сколько мы беседовали с коллегами и просто с носителями якутского языка, я чувствую, что есть тревожность определенная по поводу того, что язык постепенно уходит, особенно у городских детей, у городского населения. Но город, вы понимаете, здесь разные факторы. Что на это влияет? Разные факторы. Во-первых, экономические. Зрители, может быть, будут недоумевать, как эта экономика может на язык. А напрямую, да? То есть люди вынуждены в силу определенных там необходимости заработка, например, из села переезжать в город. Они приносят с собой какие-то диалектные особенности, да? А горожане выезжают уже далее, да? То есть вот миграция очень влияет. Если выезжает человек за пределы республики, у него меняется, конечно, среда общения и вообще потребность в использовании ежедневно своего языка, да? Ну, а вот что касается именно вот Якутии, да, ну, я вообще как социолингвист, человек, который просто вот в разных регионах бывает, мне показалось, что ваше правительство уделяет огромное внимание именно проблеме. Оно вас слышит, простых людей. Да? И вот Иль-Тюмен в прошлом году мы значит, проводили как раз вот такие семинары, школу, и представители Федосия Васильевна Габышева, да, в том числе и в первую очередь, они приходили, да, с нами взаимодействовали. И вот эта тема сегодняшнего круглого стола именно родилась из запросов вашего руководства. Да? И, конечно, здесь у вас исследователи очень сильные. Ну, во-первых, Нина Иннокентьевна Иванова, да, она уже более 20 лет исследует вот эту ситуацию, да, именно практически, да, ищет решения, рекомендации и так далее. И другие ученые, да, вот сейчас лаборатория. Готовим этих молодых ребят, которые в будущем будут тоже эту ситуацию контролировать, мониторировать. Но мне показалось, что вот в Якутии, ну, по сравнению, конечно, с другими регионами, да, ситуация более благополучная. Вы в рамках языковой политики действительно корректируете, да, вот пытаетесь. Вот директор гимназии Шамаев, да, в прошлом году мы с ним разговаривали, и в эти дни тоже он с нами связывался. Он ведь тоже активист такой, да, и действительно, и он, по-моему, депутатом, да, является, вот, пытается вот эти проблемы именно наверху решать.
И вот это вот взаимодействие правительственное, да, и научного сообщества действительно благотворно. Я еще у вас, как у лингвиста, хотела спросить о билингвах. Потому что, ну, вот когда в семье говорят и по-русски, и по-якутски, когда, ну, билингвы люди, у которых есть два родных языка, да, если вот раньше считалось, что ребенка надо учить на одном языке, потому что он иначе будет путаться и так далее. Ну, в советское время так считалось. Вот, то сейчас в последнее время, наоборот, слышны мнения о том, что, наоборот, билингвы гораздо легче могут учить еще и другие языки, и что у них и шире кругозор, и быстрее переключаются там нейронные цепочки в мозгу. Вот как вы считаете? Ну, вообще, знаете, вот 90-е годы вот эта тема, что билингвизм – это зло, и она особенно активно там вот продвигалась нашими прибалтийскими коллегами, да, была вызвана политическими причинами. Ну, мы знаем, что в Прибалтике, вот это русский язык в Прибалтике и так далее, он вытеснялся и вытесняется. Но на самом деле вот есть точка зрения, что чем больше языков знаешь, тем больше ключей имеешь в руках. И кроме того, это хорошо благотворно на мозговую деятельность влияет. Так что единственное, что вот якутские коллеги, значит, озабочены тем, что становится вот этих билингвов и даже однолингвов, переходящих на русский язык, якутских детей становится больше. Вот это вот действительно в исследованиях звучит. А также еще иностранные же языки ведь, да? Вот. Я была в прошлом году в Республике Тува, и там вот такая ситуация интересная возникла. Значит, мы знаем, что в 2018 году, значит, была введена такая норма добровольности изучения выбора языка, да? А вот в Республике Тува, значит, такая сложилась ситуация, там почему-то значит, вот все изменения образовательного ландшафта приняли напрямую и перевели все учебники, ввели учебники русскоязычные. А мы знаем, что Тува – это такой специфичный регион, где вообще моноязычные регионы есть. Дети, которые не говорят на русском, только на тувинском языке. И вот учителя сами рассказывали, как, приходя в класс, открывают эти русскоязычные учебники, а дети не понимают. Поэтому они по секрету сказали: мы вытаскиваем старые тувиноязычные, открываем и начинаем детям объяснять, что здесь написано это. А влияет ли на качество языка заимствований? Вот те же заимствования из русского, когда, ну вот к разговору о билингвах, да, бывает такой некий суржик, да, когда к русским словам просто приделываются якутские окончания и так далее. Ну, это тоже всегда было характерно, да, потому что ведь у нас очень сложная такая вот языковая ситуация, да. Значит, заимствование, да. Но вот в последнее время, наверное, предыдущие годы мы слышали, что русский язык не нужно загрязнять, надо бороться с англоязычными, значит, заимствованиями. Но с одной стороны, действительно, да, если есть в языке ресурсы, зачем брать вот, да, что-то извне, например, там вот, глянец и гламур, да, гламур и глянец. Ну, в русском языке есть же слово очень красивое, можно заменить, да, вот. А с другой стороны, технически вот этот бум, да, как мы этого избежим, да, технологии. А вот, мне кажется, что, ну вот, ну и в последнее время вот тенденция, да, я читала там высказывания многих чиновников, что теперь нужно с английским языком бороться, исключать его из системы образования, да, это вот еще новое, мы сейчас должны посмотреть, как этот процесс все развернется, да. Ну, в общем, вообще от этого процесса заимствования не деться никуда, да. И есть такое направление, форма языковой политики, как пуризм. А это еще в начале... за чистоту языка. Да, ну он иногда вот такую форму интересную принимал. Например, в начале века, да, из французского калоша. Это классический пример, все студенты это рассматривают, да, и все знают. Наши пуристы, да, выступали, зачем брать это слово? Макроступы. Да, есть вот что-то такое. Вот давайте на этой веселой ноте закончим, потому что время у нас подходит к концу. Я вас благодарю за интересную, увлекательную беседу. Пожелания можно? Пожелания уже, наверное, нельзя. Ну, если очень коротко. Очень кратко. Но я, знаете, вот поскольку в Якутии, ну вот, наблюдая вот эту языковую ситуацию, я хочу пожелать, что
Все зависит от инициативы. То, что уходит народ, уходит язык, это можно плакать долго, но это нужно знать, что каждый за это ответственен. Нужно сегодняшние дети, завтра народ. Поэтому вы в семьях должны с этим бороться. Именно в семье начинается вот языковая Всё, политика. Спасибо вам большое, Спасибо. Айса Николаевна. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Да.